10 марта 2021 года основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял для беседы ряд кадров, назначенных на ответственные руководящие должности в структурах Министерства внутренних дел, пограничных войск, Государственного комитета национальной безопасности, Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. Указами президента Республики Таджикистан Асомудин Ахмедов освобожден от должности заместителя командующего пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан по тылу, а Саудатзода Раджаб назначен на эту должность. На основе постановления правительства Республики Таджикистан первый заместитель и заместители председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан освобождены от своих должностей, а на должности первого заместителя и заместителя председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне назначены молодые кадры, наделенные способностями и навыками руководящей работы. В структурных единицах и подразделениях пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности также произведены кадровые изменения. Начальниками управлений, воинских частей, контрольно-пропускных пунктов, подразделений комитета назначены кадры за счет специалистов, имеющих 2 специальных образования и более, полученных ими в высших учебных заведениях страны и за рубежом. В соответствии со статьей 9 Закона Республики Таджикистан о милиции, в ряде городов и районов страны освобождены начальники отделов Министерства внутренних дел, а в некоторых управлениях и отделах Центрального аппарата Министерства внутренних дел также произведены кадровые изменения. В ходе беседы глава государства обратил внимание на переподготовку, повышение квалификации изучения языков, обеспечение верховенства закона, защиту интересов государства и нации, обеспечение общественного порядка, спокойствия и стабильности, борьбу против всякого рода нарушения законов, особенно незаконного оборота наркотиков и товаров через государственную границу, и выразил надежду, что отважные, преданные государству и народу кадры с достоинством справятся с возложенными на них ответственными задачами. В очередном послании президента Республики Таджикистан парламенту страны всецело отражен весь спектр состояния общественно-политической, социально-экономической жизни. Четко и реалистично определены задачи перспективы развития отраслей народного хозяйства на сегодня и на будущее. В основном внимание уделено состоянию, роли, месту, значению и обозначены перспективы развития агропромышленного комплекса. В данном контексте для развития сектора, а также обеспечения местного населения постоянными рабочими местами в районе Джайхон со стороны представителей с программы развития ООН и Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан был открыт производственный комплекс агропромышленного сектора. Комплекс состоит из холодильного помещения, комнат по сушке овощей, фруктов и переработки сельхозугодий. Сельское хозяйство занимает одно из ключевых мест в народно-хозяйственном комплексе страны, обеспечивая промышленность сырьем и население продуктами питания. Сегодня на долю сельскохозяйственного сектора приходится более 25% производимого валового внутреннего продукта страны. Отрадно отметить, что ежегодно этот показатель имеет тенденцию к росту. В городе Куляб Хаталонской области в рамках плана мероприятий к юбилейным торжествам со стороны ответственных лиц исполнительного органа государственной власти области проводится ряд созидательных работ. Для развития секторов науки, образования и здравоохранения активно продолжается строительство современных объектов, где в итоге оснащаются новыми передовыми технологиями. В данном контексте в городе в настоящее время на стадии завершения состоит сооружение психиатрической больницы. Объект строится со стороны общества с ограниченной ответственностью «Фаридун». Проект отвечает всем требованиям градостроительства. После сдачи в эксплуатацию в нем смогут обустроиться новыми рабочими местами квалифицированные специалисты медицинского профиля, посвященные годам развития села, туризма и народного промысла, а также для улучшения инфраструктуры местности. В городе за последние годы были построены и сданы в эксплуатацию десятки объектов различного назначения. За последние годы при непосредственной поддержке правительства страны столица Таджикистана, город Душанбе и ее областные регионы превратились в цветущий край на земле. В целом в этом сезоне в городах и районах республики намечена посадка тысяч тенистых и декоративных деревьев и более 10 миллионов сезонных и многолетних цветов. В целях обеспечения различных структур, организаций, ведомств сезонной растительностью на территории города Худжан Сагдийской области действует государственное учреждение «Уход за садами и аллеями». При учреждении действует
единственная современная теплица, в котором выращивается более 400 тысяч демосезонных и декоративных цветов. Занимаемая площадь учреждения составляет более 8 гектаров земли. По словам ответственных лиц, растительность в основном выращивается в специальных коробках. В одной коробке можно посеять от 5 до 8 тысяч семян. Нужно подчеркнуть, что посадка деревьев и цветов оказывает положительное воздействие на окружающую среду, обеспечивая живые существа свежим воздухом, от которого зависит сама жизнь. В этой связи путем активизации кампании по посадке деревьев в стране будет создана чистая и стабильная экологическая среда, а условия труда и отдыха населения будут, несомненно, улучшены. Развитие отрасли рыбоводства имеет огромное значение прежде всего в обеспечении продовольственной безопасности страны. Разведение рыб является самой доходной отраслью в стране, так как употребление рыбы полезно человеческому организму. Ведь в рыбе содержится огромное количество полезных веществ. Рыба насыщает организм ценнейшими жирными кислотами. Большое содержание фосфора в рыбе самым благоприятным образом сказывается на работе нервной системы, повышает работоспособность и устраняет вялость. Согласно данным на 1 января 2021 года в стране действует 352 рыбоводческих хозяйства. На период 2020 года во всех формах хозяйствования было произведено 3572 тонны свежей рыбы, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель превысил результат на 822 тонны больше. Для развития отрасли и расширения рыбоводческой структуры при содействии общества с ограниченной ответственностью корпорации таджикской рыбы были закуплены 492 тысячи мальков и направлены для разведения 57 рыбоводческим хозяйствам страны. Ирригационное управление города Турсунзаде в 2020 году для своевременного водоснабжения дихканских хозяйств чистой питьевой водой оказало содействие почти 2000 дихканским вспомогательным общественным хозяйствам в орошении более 13 259 гектаров земель. Данным управлением в течение 2020 года за счет средств организации по землеустройству были восстановлены более 30 гектаров земель, которые из-за плохого мелиоративного состояния не использовались для орошения. Для своевременного водоснабжения и полива орошаемых земель в прошлом году были проведены кампании по очистке 7-километровых водосточных линий и канав. Кроме того, насосные станции в течение года без перебоя снабжали водой сельскохозяйственные угодья на юге города, что немаловажно сыграло роль в развитии сектора. Необходимо отметить, что своевременная выплата средств за оказание услуги управлению по землеустройству и ирригации за водоснабжение и землепользование способствовала выполнению полевых работ и получению богатого урожая в дихканских хозяйствах. Артисты Государственного драматического театра имени Абулкасыма Лахути представили любителям театрального искусства интересный спектакль «Летучий доктор», постановщиком которого является народный артист Таджикистана Курбони Собир. Жанр спектакля был комедийным, поэтому оно пришлось весьма по душе зрителю. Театр – самый зрелищный вид искусства. Это синтез литературы, хореографии, вокала, изобразительного искусства и многих других видов творчества. Спектакль, поставленный режиссером на сцене, может отображать собой политическую ситуацию или социальную проблему, связанную с вечными вопросами общества. Отрадно, что на сегодняшний день почитателей этого вида искусства становится все больше и больше. Первое, что видит зритель после того, как откроется или поднимется занавес, это сценическое пространство, в котором размещены декорации. Они указывают место действия, историческое время, отражают национальный колорит. Правительство Республики Таджикистан с первых дней независимости уделяет особое внимание развитию театрального искусства в стране. Культурно-духовное развитие каждого человека, как частички целого общества, является неким ключом к цивилизации.